Сегодня даже трудно себе представить, что около 100 лет назад мир не знал о таком понятии, как телевидение. Телевизионный мир практически не имеет географических границ, так как в мире не осталось государств, в которых отсутствовало бы телевещание. Несмотря на развитие интернета, телевидение продолжает оставаться одним из самых популярных средств массовой информации. Сегодня, кстати, Всемирный день телевидения. Праздник международный, его отмечают операторы, редакторы, кино, звукорежиссеры, вспомогательный персонал, преподаватели профильных вузов. В общем, все те, кто так или иначе причастен к ТВ. С момента своего создания до наших дней телевидение изменилось до неузнаваемости, HD и даже 3D качества, прямые эфиры, телемосты. А начиналось все с этой маленькой трубочки. Да-да, именно с изобретением катодной трубки советским ученым Владимиром Зворыкиным, которого прозвали отцом телевидения, стало возможно передавать изображение на расстоянии. Чудо 20 века, так люди относились к телевизору, к работникам ТВ соответственно, как к чудотворцам. Ведь долгое время для многих оставались загадкой тонкости этого ремесла. Сегодня состоялось открытие нового цеха Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. В Советском Союзе телевидение начало свое вещание в 1931 году. Это были экспериментальные передачи без звука. Постепенно в эфире появляется звук, начинает формироваться контент. А уже в 1938 году в Москве и Ленинграде создаются первые телевизионные центры. С началом Второй мировой войны развитие ТВ останавливается, но ненадолго. Советский Союз стал первой страной, которая возобновила телевещание в послевоенное время. Телецентр на Шаболовке заработал в тестовом режиме уже 7 мая 1945 года, а регулярные трансляции телепередач начались уже в декабре того же года. Добрый доктор, ай, болит, он по деревам сидит. 50-е годы в истории советского ТВ знаменовались появлением легендарного союзмультфильма, на мультиках которых выросло и растет не одно поколение жителей нашей страны. Также появляются новогодние огоньки, первые передачи и звезды экрана. Впрочем, насладиться работой телевизионщиков до определенного времени мог не каждый зритель, ведь телевизор был роскошью вплоть до конца 80-х. Леспромхоз в лес, а лессельхоз по дрова. Сегодня современное ТВ – источник информации, развлечения, развития и даже воспитания. В каждом доме есть телевизор, а то и несколько. В нашем регионе история телевидения начинает свой путь развития вместе с образованием республики. В 1992 году состоялось открытие регионального филиала ГТРК «Россия». Тогда в подвале здания Народного суда находились монтажка, студия и аппаратная в одном лице. И только в 2000 году филиал федерального телеканала переехал в новое современное здание. Здесь сегодня работает больше 100 сотрудников. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики, пока в Магасе не началось масштабное строительство национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Решение о создании канала принималось это в 2010 году. В 2011 году в апреле было издано постановление правительства о создании национальной телекомпании. К концу 2011 года в октябре был заключен госконтракт о строительстве телерадиокомплекса. В 2012 уже практически работа началась. И, как я сказал, официальное открытие состоялось в августе 2013 года. Среди регионов России телерадиокомплексу НТРК нет аналогов. Проект здания позволяет вести круглосуточное телевизионное и радиовещание. Самые массовые события, включая крупные спортивные мероприятия, транслируются в прямом эфире. Сегодня эфир национального в основном заполняет собственный продукт. Здравствуйте, это новости Северо-Кавказского федерального округа. Это новости 24. Добрый вечер. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Новости 24. Итоги недели и новости Северного Кавказа. Национальная телерадиокомпания предлагает своим зрителям большой выбор программ разной направленности. Это политика, спорт, культура и не только. Ежедневно журналисты НТРК ищут актуальные темы для того, чтобы показать их в эфире. Работать приходится в самых непростых условиях. Часто на журналистов оказывается сильное давление извне. Тем не менее, наши сотрудники стараются качественно выполнять свою работу, ведь главный принцип любого журналиста – это искать правду, основываясь только на объективных фактах. НТРК освещает все стороны жизни республики и создает контент для разных людей. Взрослый или ребенок, мужчина или женщина, неважен возраст и профессия. На национальном каждый найдет передачу по душе. Больше смотрю НТРК, новости Ингушетии, также Шанна Лярха или очень
На НТРК бывают очень познавательные программы, эрудит и так далее. Технические возможности нашего телеканала соответствуют нормам всемирного вещания. Большая студия для записи тематических передач, малая новостная студия, студия для утренних программ и особая виртуальная студия для создания спецэффектов. Все они могут выходить в эфир одновременно и независимо друг от друга. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок вещания, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. И на этом мы останавливаться не собираемся. Дальше больше. Зелимхан Калоев, Амина Бокова, Новости 24.